Салем, Достар, всем здоров, всем привет. В общем, короче, вы наверняка уже поняли, о чем пойдет речь, да, Кирилле Терешине, вот этом синтоловом монстре. Вот, те, кто не в курсе, сейчас поймут, можете не выключаться. Блин, быстренько кое-что скажу. Вот тема очень хайповая, да, все об этом говорят, но самое обидное, что я увидел этого фрика месяц назад, ну, примерно. О нем вообще еще никто не говорил, и я такой, типа, блин, может снять на это обзорчик, рассказать про него. А потому думаю, да не, ну нафиг. Вот, ну, короче, обидно, блин. Ну и ладно, что уж, раз уж все так хайпово, раз уж вам это интересно, раз уж о нем все говорят, почему бы мне тоже немножко эту тему не осветить, но уже немножко с другого ракурса, потому что все говорят одно да потому, что он дебил, что он конченый, я с этим чертовски согласен, но попробуем еще также все это посмотреть с другой стороны. Так, сейчас я немного покажу вообще примерно, что это такое, чтобы вы понимали. 85% масла по 7,5 лидокаина и спирта, а приблизительный состав синтола, на который плотно... Ну вот, в общем, вот это синтол, это вещь, которую вводят в мышцу, и она затвердевает, и типа у тебя мышцы такие каменные, ты такой типа, огромный, крутой. Вот, ну, фрик, но все равно фрик. Ладно, давайте посмотрим про этого Терешина немножко. Подсел вот этот человек. Кирилл Терешин, 21 год, студент из Пятигорска, заметная персона в Инстаграм. 20,5 тысяч подписчиков, и все благодаря бицепсам. Я выходил на улицу 3 раза. Завтрак, обед и ужин. Все остальное время я качался. Но Терешин, правда, не только качался, не скрывает. 64 сантиметра в диаметре нарастил с помощью интенсивных подкожных инъекций. Буквально раздул мышцы изнутри, как бы не лопнули. Ну вот теперь вы поняли, да, что такое примерно этот синтол, что он делает. И сейчас я бы немного хотел поговорить об этом фрике. И самое, что интересное, я бы, наверное, больше хотел поговорить о его последователях и о том вообще, что может принести себе такая мода. Так, ребят, я вам включу на заднем фоне этого дурачка, вот, чтобы вы просто понимали, да? Звук выключу, нахрен. Вот, по сути, что самое, вот такой момент, да, его видосы собирают там 100 тысяч просмотров, да, на его основном канале, а обзорчики вроде моего там и многих других собирают миллионы. Есть те, что собрали больше 2 миллионов, да. Это дофига, то есть суммарно о нем, об этом чуваке узнало там, не знаю, десятки миллионов людей. Так разобраться, да, это очень большое количество. Естественно, большинство его хейтит, говорит, что он придурок и идиот. Есть и такие люди, которые вот в первый раз увидели, типа, воу, а может быть это и круто, а может и попробовать. То есть все равно есть какие-то несозрелые идиоты, которым 16-17 лет, или даже меньше, 14 лет, которым там пристают в школе или унижают то, что они дрыщи, и они типа такие, а почему бы не попробовать? Вот, но что самое интересное, вот этот синтол, он после каждой инъекции вызывает у человека воспалительный процесс, то есть любой воспалительный процесс — это температура, то есть после синтола температура поднимается конкретно, то есть у этого чувака до 40 градусов. Ну, для организма это жесткие перебои, то есть ни один организм в таком режиме работать не может, по крайней мере, долго. Вот, и больше всего меня пугает, что у этого идиота есть же последователи, то есть те, кто, блин, этим начинают интересоваться, ладно, он уже кабан, ну, в переносном смысле он уже здоровый, по возрасту, да, и хоть и по мозгам он еще ребенок, но тем не менее, ладно он, а если это будут какие-то щеглы, которым, не знаю, там, 14-15 лет, как я уже сказал, то это, конечно, будет шиздец, потому что от такой хрени можно и подохнуть. Вот, и я вообще бы хотел сказать, вот сейчас его Харри, он свой покажет. Так, давай, покажи свое лицо, убери свои противные руки, бля. Ну, короче, что хочется сказать. Тип ушел в армию, в Пятигорск, чеченцы. Ну, мне кажется, либо пацана унижали, либо он какой-то был такой конченый, забитый. Вот, как бы это, да, говорилось, те пацаны, которые меня смотрят, не знаю, которым там 20, 25, 30 лет, да, они поймут, что это вообще такое. Может, девушки там, которые меня смотрят, а их много, 30 или 40%, вот. Меня не поймут, но парни понимают, да, что такое унижение на районе, еще, да, кого-то унижали, кто-то сам унижал, но каждый как-то с этим коснулся, вот, не иначе. И, может быть, мне кажется, скорее всего, на этой почве и после армии, вот у него и понесло комплекс, то, что он дрыщ, то, что его все били и так далее, и так далее. И вот тебе, пожалуйста, как бы человек, вот он, да, вот его
Харя, ну это просто. Ну это понятно, что человек, ну, забитый, вот. Ну видно же, ну, блин. Ну, видно, чувак, которого унижали. Ну, посмотрите, явно ему доставалось. Мне кажется, на этой почве все и пошло. Вот, с одной стороны, да, он фрик, да, он придурок, да, мы его осуждаем, говорим то, что он идиот и все дела. И я с этим согласен прям полностью, но нужно учитывать один момент, то, что любой человек, он нуждается в помощи, в поддержке, да. И то, что с ним происходит, как бы никто в здравом уме, мне кажется, на такое не пойдет. Ну, блин, разбарабанить себе руки, да, чтобы, не знаю, чтобы после этого тебе их отрезали. Вот тот же португалец, этот Де Сантос или как его, которому чуть руки не отрезали с этим синтолом. Вот, возможно, ему просто нужна помощь, чтобы его кто-то поддержал, остановил, переубедил. Или это просто уже непробиваемый, не знаю, блядь, мудак, до которого уже не достучаться. Больше всего мне вообще на эту ситуацию до пизды, извиняюсь за нецензурную брань, да. Вот, мне действительно все равно, что он там колет, что он там делает, и пусть у него руки хоть лопнут или станут как два арбуза огромных, мне пофигу. Вот мне больше не нравится всего то, что этот чувак продает это. Продает синтол, который... Ладно, еще фиг с ним, которые делают там специалисты, да, там в интернет-магазинах продается синтол и так далее. Это еще ладно, там хоть какие-то проверки он проходит. А он сам его на дому делает. То есть представьте себе, да, ну, как бы он недавно всем этим занимается. Что будет через год? Может, у него тело, и он весь сам нахрен сгниет через год. Мы этого не знаем, и страшно будет, если люди, которые там поверят в него, захотят такие же себе огромные руки по несостоятельности какой-то собственной, просто на этом могут очень сильно пострадать. Поэтому, блин, ну меня точно не смотрят власти Пятигорска, я не знаю. Но если там есть налоговая служба, пожалуйста, или кто-то, кто меня смотрит, кто оттуда и знает номер налоговиков, пожалуйста, покажите им видосы, покажите, что он его продает, потому что это ни хрена нелегально. То есть за такое ему надо дать срок, его надо вообще посадить, и чтобы человек, не знаю, ну или хотя бы условку дать, чтобы он, по крайней мере, не банчил. Колешься сам, колись, пожалуйста, но не будь, блядь, дилером, потому что все мы знаем, к чему приводят там героин и наркотики, но как бы мы не знаем, к чему приведет вот эта его самопальная дрянь. Вот, извиняюсь за такой эмоциональный выпуск, просто вот это меня больше всего вырубило, когда я увидел то, что вот этот вот фричара, вот этот вот фрик продает, блин, синтол собственного приготовления. Вот. Пошел качаться. Посмотрите на эти руки, посмотрите, какой он уродливый. Это же капец. Это просто капец. В общем, ладно, ребят, сори еще раз за эмоциональность, я обычно так не делаю. В общем, все ставьте лайк, подписывайтесь, кто подписан, ставьте колокольчики, рассказывайте друзьям, будет вообще здорово. И всем пока-пока, до следующего видео.